будем путешествовать по нашему сказочному лесу. И каждый раз мы будем встречать сказочных героев. Да, ребята? Итак, поехали. С музыкой, танцами и знакомыми каждому человеку сказочными персонажами. Для этих ребят Новый год уже постучался в двери. Он учит добру через песни и танцы. Машенька больше не проказничает, а серый волк совсем не думает есть красную шапочку. Он хочет дружить, оттого и зажигает под знакомую песню больше остальных. Давайте дружно. Маленьким непоседам, пришедшим на праздник, не дает скучать и Василиса Царевна. В своем алом сарафане она поет песню про березу, которая так и манит танцевать. Рамазан Мизиев уж точно знает как. В праздничную атмосферу новогоднего представления он сразу окунулся с головой, ведь ждал его целый год. Меня лично все понравилось, потому что там очень много веселого и самое главное танцы. Я обожаю танцы и которые еще так таинственно. Это шоу придумали так, чтобы зрители принимали в нем самое активное участие. Вместе с актерами читали стихи, пели песни и отгадывали, из какого она мультфильма. Такой насыщенной программой детей радуют артисты Государственной филармонии, которые, кстати, не намного старше своих зрителей. Для них этот день стал не просто работой, а самым настоящим новогодним приключением. Мне это очень нравится. Я здесь именно я волнуюсь, когда первый раз прихожу, но все равно получается. Очень нравится радовать всех детей, выступать для них. Я оделась в костюм Маши и пою песню про следы. Это очень красивая песенка, чтобы порадовать всех ребят. Тем временем в зале не смолкает смех и веселье, радостные улыбки, восторженные и блестящие глаза детей освещают этот зал не меньше разноцветных фонарей. Но чтобы краски засияли еще ярче, необходимо позвать самого главного героя – Дедушку Мороза. Зритель доволен, а значит, труд актеров оправдан. И такие новогодние представления помогают окунуться в чудесную атмосферу праздника. Мы танцевали, пели, мне очень понравилось. Все было такое красочное, красивое. Впрочем, волшебная сказка, развернувшаяся в стенах малого зала амфитеатра, подарила веру в новогоднее чудо не только детям, но и присутствующим взрослым. Мы сами взрослые, немножко дети. И детям, конечно, они ждут чуда, они ждут подарков, они ждут положительных эмоций, которых вот в последнее время в нашей жизни очень мало. Организатором такого новогоднего представления выступила Государственная филармония имени Хамхоева. Концерт носит не просто развлекательный характер. Он направлен на культурное воспитание детей, учит их взаимодействовать друг с другом, познавать искусство перевоплощения и самим попробовать стать героями театрализованного представления. Мы ставим конкретные задачи, чтобы приобщать к творчеству детей, дабы чтобы они могли себя реализовать абсолютно универсально. Понимаем, что дети и к спорту стремятся, и к другим направлениям, но если есть такие люди, они на примере этих же артистов, маленьких детей, видя, что у них это получается, они к этому стремятся. Окунуться в эту новогоднюю сказку смогут и десятки других ребят. Она будет звучать еще несколько дней. Жадат Кулхоева, Магомед Аскиев, Новости 24.